Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. 30 лет не возраст. Красота. Рустам Минниханов посетил Кайбетский район. Чем к своему 30-летию здесь могут гордиться и что нужно подтянуть, выяснял Рамиль Шайдуллин. Парад Победы и концерт прямо под окнами дома. Как сегодня поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, и неподдельные эмоции увидел Салават Мухаммадуллян. Отмена налога на стартапы и выделение субсидий на кассовый аппарат. Плодотворно, очень интересно. Обратная связь, специалисты всех уровней. Какие еще предложения депутату Айрату Фарахову сегодня озвучили казанские предприниматели, увидела Юлия Гоголева. Ученый, учитель, управленец. Александр Иванович, спите спокойно. Ваши ученики продолжат ваше дело. Как простились с бывшим ректором Казанского университета Александром Коноваловым, Лина Знатулина. В Кайбетском районе появится транспортная развязка на трассе М-12. Об этом на встрече с жителями сегодня сообщил Рустам Минниханов. Именно на Кайбетский район приходится 55 километров строящейся федеральной трассы. Именно отсюда она зайдет в Татарстан. Поэтому жителям необходимы широкий въезд и выезд у райцентра. Президент пообещал помочь. Сегодня он посетил район с рабочей поездкой в программе «Ход весенне-полевых работ», поддержка предпринимательства и чествование ветеранов. Рамиль Шайдуллин обо всем по порядку. Так, добрый день. Как настроение? Бодрые. Кайбетцы в ожидании большой стройки. С этого и начинается диалог местных жителей с Рустамом Миннихановым. Через их район в Татарстан зайдет федеральная трасса М-12. Из 142 километров пути по республике в Кайбетцах она протянется на 55. Жители просят президента помочь построить и развязку. Просьба всего населения насчет транспортной развязки около села Большие Кайбетцы. Такая трасса, она очень нужна, чтобы обязательно в районе съезду мы будем заниматься этим. Еще одна горячая тема – посевная. Рустам Минниханов обсуждает с аграриями темпы работ. Засеяны 30% площадей. В зону критики попало животноводство. По сравнению с прошлым годом в этой отрасли район заметно сдал. Президент призвал активнее развивать фермы, использовать гранты и другие формы господдержки. Поголовье надо обязательно приобрести, восстановить. Южные районы страны, они на портах стоят, там растениеводство. А у нас все равно надо ориентироваться на животноводство. А это село Большое Подберезье. Здесь Рустаму Минниханову показывают деревянный храм, построенный при поддержке местных меценатов. Здесь же президент возлагает цветы к обелиску в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зиннутулла Загидуллин – ровесник республики. Ему 101 год. Президент искренне поздравляет ветерана с наступающим Днем Победы. Очень ценили, сказали, спасибо строителям, обращенным. Еще один пример, как в развитие села вкладываются его выходцы. Вот этот музейный комплекс, посвященный истории землепашества и сельского быта. Наверное, где-то если и есть место, где можно круглый год устраивать либо сабантуй, либо любые другие народные праздники, то это место здесь. Это музейный комплекс села Большое Подберезье. Место, где обычаи, культура и традиции расцветают во всей красе. Рустаму Минниханову показывают, как здесь умеют хранить свою культуру, традицию, технологии и даже старинные рецепты, готовы ими делиться с туристами и президентом. Спасибо. Вся продукция своя. В районе активно развивают и поддерживают фермеров. Хороший урожай, это хороший надой, это привесы, это рождаемость, то есть это все радует. Земля любит труд, а потом он тебя будет кормить. Самый юный фермер и самозанятый Александр Тараканов. Ему 14. Дело идет успешно. Разводят перепелов. В этом убедился президент и сделал с юношей памятное фото. Утром просыпаться надо, рано вставать. Но тем не менее тебе это нравится? Нравится.
Сегодня же Рустам Минниханов побывал и в Апастовском районе. Здесь завершили работы на 40% полей и увеличили поголовье. Президент осмотрел молочный комплекс, потом сельский ДК. В завершении поездки почтил память апастовцев, погибших на полях сражений. Рамиль Шайдулин, Владимир Ларионов, Марат Светгараев, ТНВ, Кайбецкий, Апастовский район. Вся республика уже живет в ожидании 9 мая. Торжества, акции проходят во всех районах. И традиционно в преддверии Дня Победы и только раз в году из фондов Национального музея выносят знамя дивизии, штурмовавшей Берлин. Принадлежало оно 146-й стрелковой дивизии 280-го артиллерийского полка. Было изготовлено и вышито трудящимися Бугульминского района. Ровно 60 лет назад знамя передали на хранение из Центрального музея вооруженных сил СССР в Татарстан. Очень волнительный, очень важный для нас день, вынос знамени Победы, потому что именно эта дивизия, она дошла до Берлина, участвовала в штурме Берлина, и эти знамена, они, конечно, свидетели этих дней, этих незабываемых и очень важных для нашей Победы дней. Парад у Дома ветерана. Эта традиция зародилась год назад во время пандемии. Формат оказался и ко времени, и к месту. Поздравления получаются именными, эмоциональными в честь каждого героя войны. Сейчас, когда ветеранов с каждым годом становится все меньше, такие личные парады порой масштабнее и ценнее, чем на площадях. Салават Мухаммадуллин сегодня увидел, как это дорого ветеранам. Он и в свои 94 ради такого встает, отдает честь и приказы. Строгий марш, честь и парад – все для него. Участника Великой Отечественной войны Талгата Янбекова. Мне было 17 лет. Призывался в 44 году. Он еле сдерживает слезы, но не дает слабину. Талгат Самигулович служил связистом. Тот самый День Победы 45-го встретил в Польше. Сегодня ему говорят спасибо войска Росгвардии, волонтеры Победы, соседи и прохожие. Мама, я вернулся домой. Мама, я вернулся живой. Сегодня на груди Талгата Янбекова появилась еще одна награда – медаль в честь юбилея Росгвардии. Хотя сегодня главный подарок для него – это эмоции. Я в восторге, очень доволен. Такое отношение – это чудесно. Уважение. Это парад под своими окнами принимает уже Александр Сафонов. Он блокадник Ленинграда, ветеран Нацгвардии в отставке. Поздравить его с Днем Победы вышел весь двор. Настроение поднялось, чувствуется праздник. А он у нас после операции, никуда бы мы не вышли. А это с таким удовольствием посмотрели. Для ветеранов оркестр, стихи и песни. И такие именные парады проходят по всей республике. Салават Мухаммадуллин, Ленар Худяхметов, ТНВ, Казань. Празднование Дня Победы пройдет в антиковидных условиях и не должно повлиять на эпидситуацию, уверены в Казанском Кремле. Как здесь сообщили, в местах празднования, на площадках будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Рассадка на трибунах парада с социальной дистанцией, на входах санитайзеры. Опыт наработан в прошлом году. Мы понимаем, конечно, что здесь должна быть личная ответственность каждого гражданина, каждого жителя. Он должен понимать, что ни сотрудник Роспотребнадзора, ни правоохранительные органы не должны делать ему замечания и предупреждения о том, что он должен находиться в маске. Человек сам осознанно должен это делать. В Татарстане сегодня зарегистрировано 32 новых случая ковид, 16 человек госпитализированы. Привились от коронавируса почти 264 тысячи татарстанцев. Тем временем начинается пора отпусков и летних каникул. Будут ли сняты ограничения? Можно ли подхватить вирус на пляже? Нужно ли детям перед лагерем сдавать ПЦР-тесты? На вопросы жителей в прямом эфире сегодня ответила заместитель руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Эфир вела вице-премьер Лейла Фазлиева. Какова динамика заболеваемости ковид в республике и можно ли расслабляться? Если в феврале мы видели такое хорошее снижение, порядка где-то от недели к неделе 50-54 случаев, в марте оно несколько замедлилось, в апреле, к сожалению, снижение у нас прекратилось. Динамика все-таки зависит от вакцинации. Чем быстрее мы охватим подлежащие контингенты,
а это 60% все-таки от численности взрослого населения, накопится коллективный иммунитет. Как не заболеть ковид в период отпусков и летних каникул? На сегодня ситуация, к сожалению, за рубежом, она не очень стабильная, не очень хорошая. Есть те страны, которые резко пошли вверх. Поэтому все-таки на сегодня в части отдыха за границей, я бы, наверное, все-таки порекомендовала, отложить. Но тем, кто, конечно, все-таки решил выехать за рубеж, рекомендации такие, что не забывать о тех мерах профилактики, которые на сегодня есть, и это не только коронавирусная инфекция. Будут ли требовать ПЦР-тест перед заездом в детский лагерь? В этом году также требования ПЦР для деток, которые будут в лагерях или выезжать, его тоже нет. Остается обязательным требование по медицинской карте, где должны быть все прививки по календарю, которые у ребеночка есть. То, что касается персонала летних оздоровительных лагерей, здесь обязательным остается ПЦР при начале трудовой деятельности. Это обязательно обследование на ротонороастровирусы персонала пищеблока. В каких местах риск заразиться ковид выше и можно ли подхватить вирус на пляже? То есть это места массового скопления людей. Кафе, рестораны. Поэтому на сегодня есть ограничения по заполняемости данных объектов, это 70%. Риск заражения на воздухе, он минимальный. Нужно ли ПЦР-тест сдавать тем, кто вернулся из-за границы, но уже привит? Сегодня это обязательно для лиц, возвращающихся из-за границы любым видом транспорта. Теперь это 2 анализа, которые необходимо провести в течение первых 5 дней по возвращению. Запрет на внеплановые проверки и продление сроков льготных кредитов – это лишь некоторые предложения, которые прозвучали сегодня на встрече депутата Госдумы Айрата Фарахова с предпринимателями. Обсуждали дополнительные меры поддержки бизнеса в пандемию. Такую задачу, напомним, в своем послании обозначил президент Владимир Путин. Как проходило обсуждение, подробности в репортаже. Последние годы я занимаюсь бюджетом. Эта встреча проходит по следам послания Владимира Путина. До 21 мая регионы должны представить свои предложения по дополнительной поддержке предпринимателей. Их мнение сегодня и выслушали в оперативном центре «Единой России». Предлагаем в налоговом кодексе расширить перечень расходов, которые учитываются на упрощенной системе, и включить туда в том числе и налоговые отчисления. К обсуждению сегодня подключили не только бизнес, руководители ряда муниципалитетов, некоммерческих организаций и не только. На встречу с депутатом Айратом Фараховым сегодня пришли руководители крупных и средних фирм, а также самозанятые. Свои насущные вопросы обсуждали горячо, ведь проблемных вопросов много. Но из всех предложений до федерального правительства дойдет лишь 18. Лично мной были предложены такие для меня наболевшие темы. Это как снижение социальных отчислений для социальных предпринимателей. Почему? Потому что в этой сфере задействовано очень много предпринимателей, которые привлекают людей. Нулевые налоги для новых компаний малого и среднего бизнеса, отмена внеплановых проверок и вычеты самозанятым – это самые желаемые меры поддержки татарстанских предпринимателей. Чтобы предприниматели участвовали с большей долей в тендерах, то есть сейчас это где-то 15%, мы внесли предложение, чтобы более 30%, 30% как минимум должно участвовать малый и средний бизнес. Эти предложения я планирую озвучить 1 июня во время форума малого и среднего предпринимательства на Петербургском экономическом форуме. И кроме этого, конечно же, мы их направим в правительство Российской Федерации. Безусловно, обсудим в Государственной Думе. Мы выберем лучшие предложения, которые здесь есть. В итоге федеральному центру будут озвучены 17 основных предложений. Айрат Фарахов внесет их на рассмотрение комиссии Госдумы по поддержке предпринимательства. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Индекс шашлыка в России за год вырос на 25%. Девальвация рубля или недобросовестность торговых сетей. Интернет-газета «Реальное время» выяснила, что и почему подорожало. Читайте сегодня.
В Набережных Челнах сегодня назвали причину масштабного отключения электричества. Это авария на электроподстанции в 49-м комплексе. Напомним, накануне около 9 вечера свет одновременно погас в большей части автозаводского района Челнов. Без света остались 24 тысячи человек. О масштабах блэкаута можно судить и по следующим цифрам. Обесточенными оказались 7 школ и детсадов, а также 2 поликлиники. В городе остановились более 300 лифтов, причем в 20 находились люди. Их вызволяли 5 аварийных бригад. Электроснабжение в некоторых поселках было восстановлено лишь в 3 утра. Есть такой ограничитель перенапряжения, он развалился и сработала защита. Я думаю, что истинную причину в течение 2-3 дней, когда посмотрят все приборы, откуда все началось, сделают аналитику. Я думаю, что с участием уже Ростехнадзора, потому что комиссия будет буквально завтра уже будет работать. Ученые уровня Бутлерова и Арбузова, талантливый управленец, патриарх Казанской химической школы, колыбели российской органической химии. Сегодня в Казанском федеральном университете простились с Александром Коноваловым. Он руководил вузом 11 лет. При нем в университете открылись новые факультеты, с нуля был построен УНИКС. Казанские исследования получали мировое признание. Как попрощались с эпохой, увидела Лина Зинатульна. Огромная утрата для республики и всей отечественной науки. Соболезнования родным ученого от имени руководства Татарстана выражает Фарид Мухаммедшин. Полный зал благодарных коллег и учеников. Вспоминают, как были студентами Александра Ивановича. Актовый зал, его академический голос, прекрасные лекции. То есть тогда я впервые познакомился с Александром Ивановичем. Он был вот то, что мы называем академик советской школы, то есть великий ученый. Мама работала лаборантом у Александра Арбузова. Химией Александр Коновалов увлекся с детства. Учился у сына академика Бориса Арбузова. Александр Иванович стал лидером всемирно известной Казанской химической школы, колыбели российской органической химии. Академик рано, обладатель многочисленных наград, в Казанском университете прошел путь от лаборанта до ректора. Когда вначале профессор Ножин, а потом профессор Коновалов шли, мы старались не попадаться им в глаза и уходили на другую сторону тротуара, либо во дворе университета, для того, чтобы не получить замечаний. Студентам побаивался, сам став ректором, всегда прислушивался к его советам, говорит Ильшат Гафуров. При Коновалове открывались новые факультеты, развивались все направления вуза, был построен Центр студенческой жизни УНИКС. В то время он начинал день с планерки со строителями. Вот до такой степени, значит, Александр Иванович относился трепетно к созданию этого КСК УНИКС. Его яркие речи с трибун всех уровней помогали строить страну и республику. Коновалов был депутатом Верховных Советов СССР и ТАССР. Спи спокойно, Александр Иванович. Память о вас, у благодарных татарстанцев, ученых, студентов, преподавателей, общественности нашей республики, у руководства Республики Татарстан останутся вечно. Он до последнего не расставался с альма-матер, был профессором-консультантом химинститута. Была в жизни и другая большая любовь – супруга Людмила Константиновна, тоже химик. Остались сыновья, внуки, правнуки. Его великие дела продолжит и вся Казанская химическая школа. Лина Зинатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. С министром спорта России Олегом Матыцыным встретился сегодня президент Рустам Минниханов. Обсуждались вопросы проведения всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в Казани и 5-й летней спартакиады молодежи России в 2021 году. Когда мы вместе, возможно, все. Под таким девизом в Казани продолжаются всероссийские соревнования специальной Олимпиады по флорболу. Они тренировочные перед всемирными зимними играми, которые на следующий год примет наша республика. В столицу приехали 150 спортсменов из 9 регионов. Так Татарстан становится не просто спортивной столицей страны, а местом социальной адаптации людей с особенностями интеллектуального развития. Единый язык спорта объединяет и говорит «стоп» дискриминации особенных людей. По словам самих участников, благодаря спорту они находят новых друзей, ставят для себя высокие цели и добиваются их. Вот это весь соревнования, отборы, они еще дают мотивацию людям некоторым, которые до этого спортом не занимались. Это мотивация, которая может свою жизнь продвинуть в лучшую сторону. Да, здесь нахожу много друзей, обмениваемся телефонами пока. Надеюсь, так и будет продолжаться. Мне дает эта Олимпиада опыт.
Очень хороший опыт такой в Казани. Сегодня Центр бадминтона посетил министр спорта России Олег Матыцын. Он поприветствовал участников специальной олимпиады, разыграл мяч перед стартом и высоко оценил готовность республики к принятию всемирных зимних игр. Я думаю, максимальная готовность. Я уже отметил, что здесь работает очень профессиональная команда. Здесь создана современная инфраструктура. Я абсолютно уверен, что опыт, профессионализм и такая слаженная командная работа позволят с успехом провести в следующем году международный форум. Сегодня соревнования также посетил помощник президента России Игорь Левитин. Выразил уверенность, что следующей зимой Казань проведет у себя образцовые всемирные зимние игры специальной олимпиады. Напомним, Россия впервые будет принимать эти игры. По мнению Игоря Левитина, специальная олимпиада, которую предложил провести в России Владимир Путин, это большой социальный проект. Это очень важный проект. Поэтому я очень рад, что сегодня мы можем присутствовать на соревнованиях, где ребята могут показать себя, что они в этой жизни, так же как все дети, могут заниматься спортом, могут быть в коллективе и радоваться жизни. Это очень важно. Хочу поблагодарить Казань за то, что Казань взяла на себя, и Татарстан взял на себя проведение этих игр. Это непростые соревнования, потому что этим спортсменам нужен определенный уход, определенные требования. Но я уверен, что Казань умеет проводить хорошо соревнования, так что у вас все получится. Спасибо за победу. Трехдневная акция с таким названием начинается завтра во всех аптеках «Планета здоровья». Для ветеранов и тружеников тыла здесь подготовили скидки и подарки. Как приобрести проверенные лекарства и витамины, расскажем далее. С 7 по 9 мая в аптеках «Планета здоровья» тематические дни «Спасибо за победу». В центре внимания аптечные товары, необходимые людям пожилого возраста для сохранения активности. Гостей ждут специальные предложения и акции на разные группы лекарств, в том числе для профилактики лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, глаз и витамины. А ветеранов войны и тружеников тыла еще и небольшие приятные подарки от «Планеты здоровья». В лице «Планеты здоровья» поздравляю всех с этим великим праздником Днем Победы. Выражаю огромную благодарность людям, защитившим и восстановившим нашу страну. Аптеки «Планета здоровья» всегда на страже вашего здоровья. Пожалуйста, ваша покупка, чек. Будьте здоровы. Приятно, что аптеки не забывают про нас. И в этот важный день нас радуют скидками и подарками. «Планета здоровья» – аптечная сеть года по версии международной премии «Зеленый крест». Приглашает фармацевтов стать частью амбициозной команды в Москве, Петербурге, Сочи и 100 других городах России. Подробности по телефону. Сотрудники компании ТГК-16 тоже навестили ветеранов войны. Их, бывших сотрудников станции, осталось 7 человек. О внимании и заботе, которые так нужны пожилым, наш следующий материал. Первые поздравления с Днем Победы прозвучали для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла компании ТГК-16. Сегодня представители профсоюзной и молодежной организации «Казанская ТЭЦ-3» навестили ветеранов и поблагодарили их за мирное небо над головой. Компания подготовила для выходцев станции продуктовые наборы и денежные подарки. Но главное для ветеранов в этот день – это внимание, забота и общение, которых им так не хватает. Вот вы приехали тоже хорошо, ведь мне это радость. Всему персоналу ТЭЦ-3 большое спасибо. Ветеранов войны Казанской ТЭЦ-3 осталось всего 7 человек. В преддверии великого для всей страны праздника детям войны, ветеранам фронта и тыла дорого признание их труда. Мы регулярно навещаем наших ветеранов, оказываем им помощь и поддержку. Эти люди в годы войны обеспечивали фронт топливом, промышленность, сельское хозяйство, теплом и электрической энергией. Алия Хайрудинова, Владислав Поташников, ТНВ, Казань. В эти минуты в Казанской пирамиде большим концертом завершается республиканский фестиваль «Созвездие Ялдазлык». У движения юных талантов 20-летняя история. Сегодня на сцену выйдут тысячи участников со всего Татарстана, городов России и даже с зарубежья. Напомним, сам фестиваль проходит под патронажем Рустама Минниханова. И сейчас с нами на связи Алия Хайрудинова. Алия, здравствуй. Приехал ли президент? Что он пожелал молодым дарованиям? Добрый вечер, Алексей. Это Алия Хайрудинова, это первое место. На самом деле, сегодня хочется услышать именно это и просто взлететь на сцену, но сегодня у меня немножечко другая миссия. На самом деле, фестиваль «Созвездие Ялдазлык» — это семейное событие, потому что кто-то на протяжении всего года шьет костюм, кто-то разучивает песню, кто-то разучивает движение, а кто-то сегодня смотрит и болеет за своего
участника с экрана, потому что фестиваль транслирует и онлайн. В этом году «Созвездие Йылдызлык» проходит в год родных языков и народного единства, поэтому со сцены можно услышать композиции на татарском, русском, украинском, французском языках, а также на иврите. И география участников также расширяется. Это не только районы республики, это многие города нашей России, есть и представители из Израиля. Я сейчас предлагаю посмотреть самые яркие моменты фестиваля. Главное не победа, а участие. Очень рада, что вообще попала на гала-концерт. Сегодня мое настроение очень веселое, радостное. Я настроен только на победу. Я очень люблю «Созвездие». Здесь столько детей, столько радости, столько музыки. На самом деле, сегодня отсюда никто не уйдет без подарка. Победители, конечно же, получат дипломы, кубки, медали победителей, именную стипендию президента Республики Татарстан. К слову, он уже в зале и буквально через несколько минут обязательно спустится на сцену и поздравит юное дарование. Фестиваль в этом году проходит уже в 21 раз. На сцене 1000 участников и 50 самых лучших номеров. Сам концерт рассчитан на 3,5 часа. И, если честно, не замечаешь минуты, как он проходит, поэтому мы остаемся здесь, наслаждаемся. Алексей, слово вам. Спасибо, Алия. Мы ждем подробного репортажа «Созвездия» и имена победителя. А выпуск на этом завершается. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Благодаря очень теплому антициклону в республику пришло долгожданное потепление. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево осадки не прогнозируются. Несмотря на облачность, будет очень тепло, плюс 20. Комфортная погода ожидается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Без осадков и плюс 22. Заметно теплее в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Вероятность осадков небольшая. В Арске, Кукмаре и Балтаси солнечно, но ветрено. Без осадков 20-21 градус днем. В Болгаре, Дрожжином и Буинске преимущественно без осадков и тепло, до плюс 23 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше установится теплая и сухая погода, плюс 21-22 градуса. Суббота ожидается такая же теплая, будет солнечно, ветер стихнет и погода возьмет курс на лето. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Купить квартиру в Иннополисе? Сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось меньше 30 квартир. Звоните 556 59, сайт jkunicum.ru. В Казани будет малооблачно, без осадков. Ночью около 11 тепла, а днем потеплеет до 20 градусов выше 0. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.